а сейчас с нами на прямой связи Борислав Береза, народный депутат, глава Временной следственной комиссии по расследованию убийства Гандзюка и нападению на других активистов. Борислав, здравствуйте. Добрый вечер. Борислав, вы возглавите ТСК. Скажите, пожалуйста, чем оно конкретно будет заниматься? Конкретно будет несколько кейсов, а именно кейс Катерины Гандзюк, и также будет несколько других кейсов. 100% будет одно из нападений по Одессе, другие города. В четверг в 14:20 будет первое заседание на базе Комитета по борьбе и противодействию коррупции, на котором мы соберемся и впервые обсудим, во-первых, какими делами мы будем заниматься, выберем секретаря нашей комиссии и распишем график встреч. После чего, у нас не так много времени, у нас времени до 1 февраля всего лишь, мы начнем интенсивно работать. Я надеюсь на полное сотрудничество представителей правоохранительных органов, которые мне пообещали. В любом другом случае я просто бы не согласился на работу в этой комиссии. Как вы относитесь к тому, что в составе ТСК будет Антон Геращенко, ведь сама Гандзюк открыто критиковала его, и также адвокат Кати Гандзюк Евгения Закревская сегодня у себя на странице Facebook написала, что данные досудебного расследования сливали Антону Геращенко вместо того, чтобы информировать сторону потерпевшей. Я могу сказать, что те персонали, которые сейчас находятся в списке нашей комиссии, это и Мустафа Наем, и Антон Геращенко, достаточно у кого-то вызывают какие-то противоречивые чувства. Но это тот тонкий паритет, который нам удалось достигнуть, тонкий баланс. Если бы кто-то хотел заранее сказать, возможно, что-то было бы по-другому. Но сейчас уже комиссия сформирована, она будет работать. Кроме того, я могу сказать, что всегда кто-то в комиссии будет кому-то не нравиться. Единственный вариант – это все-таки добиться результата. Я бы хотел добиться результата. И в четверг один из главных вопросов, который будет стоять, вопрос информационной безопасности, чтобы информация не выходила за пределы работы ТСК без общей договоренности. Кроме того, учитывая, что, скорее всего, у нас будет допуск к какой определенной следственной тайне или еще каким-то вопросам, я также понимаю, насколько важно, чтобы информация не уходила в сторону. Генпрокурор Луценко считает, что те, кто входит в ТСК, и он обвинил ряд депутатов в том, что они пиарятся на крови, и сейчас идет борьба за власть. Как вы к этому относитесь? Я скажу сразу, пиара на этой комиссии не будет. Более того, что бы ни происходило, всегда будут недовольны. Либо со стороны общественных активистов, либо со стороны правоохранителей, либо со стороны власти. В любом варианте всех удовлетворить невозможно, и никто не будет пытаться это сделать. Поэтому здесь будет четкая работа. Вы знаете, сегодня у меня не было ни одного человека, который бы поздравил с назначением на эту должность. Ко мне подходили, приносили соболезнования и понимали, насколько тяжелый этот крест. Я тоже хорошо понимаю, на что я иду. Более того, одна из причин для того, чтобы избежать очередного парламентского кризиса и очередного ужесточения критики в сторону власти и правоохранителей. Я постараюсь помочь самой комиссии поработать так, чтобы общество увидело, что народные депутаты могут работать плодотворно не только в парламентской ассамблее Совета Европы, но и в Украине. Что вы думаете по поводу заявления генерального прокурора Украины по поводу его отставки? И вы голосовали за отставку Луценко? Во-первых, голосовать за отставку Луценко может только в случае того, если он подаст свое заявление президенту. Президент подаст это заявление на рассмотрение комитета, и после чего будет снесено в зал. Все остальное – это перформанс. Поэтому в перформансах я не принимаю участие. А я считаю, что Луценко сегодня провел себя очень эмоционально, как человек. Нам надо держать все эмоции при себе, потому что иначе мы скатимся до уровня зоопарка. Вы будете голосовать за отставку Луценко? Так вы же сегодня увидели, что отставка Луценко не произойдет в любом случае. За нее поддержало 40 человек. Соответственно, мы можем понимать, что без голосов коалиции отставка Луценко невозможна. Соответственно, я могу сказать, что отставка Луценко не произойдет. Мы все это понимаем. То, что сегодня было, это показание того, что Луценко останется на своем месте. И, Борислав, последнее, что мы хотели вас спросить, что вы думаете о системном нападении на активистов и общественных деятелей? Кто за ними стоит? Может ли их объединять какой-то общий фактор? Вот это
Смотрите, есть разные истории. Например, у меня есть информация, что в Одессе часть нападений на общественных активистов были созданы для того, чтобы именно произвести определенное потрясение в обществе и дестабилизировать ситуацию. Это не пустые слова, это информация, которую я получил, достаточно долго сотрудничая с определенными правоохранительными структурами, а вернее, Службой безопасности Украины. Здесь, слава богу, СБУшники неплохо отрабатывают, поэтому ситуацию не удается дестабилизировать. В остальных местах надо разбираться. Для этого и создана комиссия. Надеюсь, она сможет расставить все точки над «и».